Путем прямого и всеобщего тайного голосования в соответствии с Конституцией Россия выбирала президента на следующие 6 лет. До участия в выборах, напомню, были допущены 8 кандидатов. 97 тысяч участков открылись по всей стране, из них 137 в Ингушетии. С утра наиболее активными было пожилое поколение. Молодежь начала подтягиваться после обеда. Концертная программа практически на всех уиках, подарки, сувениры для избирателей. Выборы 2018, какими они были, от Сунжи до Малгобека, в репортаже Хади Добриевой. На повозке в праздничной черкеске, отложив все свои дела, ветеран Великой Отечественной Камбулат Гайсанов едет на избирательный участок. Дедушка прошел через тяготы войны, перелистал сотни страниц истории. И ему и есть что сравнить – прошлое и настоящее. И пропустить такое важное событие, считает ветеран, просто не имеет права. У меня двоюродной брат умер. У меня я, как старший из Гайсановых, должен был там на похороне присутствовать. Поскольку, значит, это я считаю важным для ингушского для ингушского народа, я считал это, значит, важно, поэтому я отложил это дело, пришел сюда. Свой голос за выбранного кандидата на одном из участков в Магасе отдал и глава Ингушетии. Юнусбек Евкуров пришел на выборы вместе со своими детьми. Я думаю, что все так должны делать. Почему? Детей надо действительно приучать к тому, что они граждане страны, граждане республики. И они должны ходить в такие мероприятия, как выборы, как субботники, как общественные мероприятия. Они должны присутствовать, они должны ходить, они должны жить, они часть общества. Самую активную явку в республике продемонстрировали жители Джейрахского района. Первые избирательные участки региона символично открылись здесь. Порядковая нумерация стартовала с селения Джейрах, там, где и начинается история народа. 6 избирательных участков расположились в таких высокогорных селах, как Альгети, Гули, Бейни, Ляжги и 2 в Джейрахе. Возможностью проголосовать по открепительному удостоверению воспользовался ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский. Он заранее написал заявление в одном из московских многофункциональных центров и изъявил желание проголосовать в Джейрахском районе Ингушетии. Безусловно, это огромное удовольствие. Здесь потрясающий воздух. Мне очень нравится, что здесь очень много новых домов построенных. На участках предусмотрели все условия для голосования, включая развлекательную программу, угощения, ярмарки. Подготовили комнату матери и ребенка, место для совершения намаза, медпункт. А где-то предусмотрели и возможность сыграть в интеллектуальные игры, чтобы дети, пока их родители голосуют, с пользой провели время. Условия были созданы все и для всех. С 2 часов уже началось голосование вне избирательных участков. Люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане, ветераны и все, кто не смог по какой-то причине прийти на избирательный участок. Члены избиркомов сами выезжали к ним, чтобы они тоже могли повлиять на будущее страны. Такой возможностью воспользовались и старейший житель планеты Апас Илиев, и ветеран Великой Отечественной войны Николай Гайтукиев. Таких живых людей, которые о нас будут думать, которые нас не забывают. Таких людей надо выбирать. Большой пример для молодежи на выборах подавали именно старшие. Многие, несмотря ни на что, изъявили желание самим прийти на участок и проголосовать. И если молодежь подтягивалась на выборы после полудня, то старшие, как правило, с утра. Президент Российской Федерации yok должности. В Федерации, в России, бахнаха, дох кдиху должности, пачах вызвей. Так он в пачах ходишь, что таишь, ковар таишь, хахазвезветис. Нагаху юрт вахи, венах вахи. Дайман тона пачадали тавы. Пачо яхр ведидис. А на многих участках выборы ненадолго, плавно переходили в свадебное торжество. 18 кортежей символично заехали на разные избирательные участки по республике. Для каждого местные власти подготовили подарки. Нас, конечно,
конечно же, праздник самый большой, и выборы, и свадьба, брат женится. Для нас это большое счастье. Мы относимся к назранию, поэтому пришли сюда голосовать. Невеста тоже проголосовала. И все те, кто были с нами с паспортами, тоже проголосовали. Президенты предусмотрели не только для молодоженов и старшего поколения, но и именинникам и впервые голосующим, как, например, Мадина Аздоева. Ей только недавно исполнилось 18, но еще в 2012 во время прошлой избирательной кампании девушка решила, что не пропустит президентские выборы 2018 года. Тогда школьница впервые увлеклась политикой, с тех пор мечтала внести свою лепту в будущее страны. Здесь она не только избиратель, но и общественный наблюдатель. Я посмотрела сайты, которые были посвящены именно избирательной комиссии, и я видела, что любой уже дееспособный гражданин Российской Федерации может участвовать в качестве общественного наблюдателя. И сегодня я представляю Общественную палату Республики Ингушетия. А вот воспитатели Сунжского детского сада «Старт в будущее» пришли на выборы всем коллективом и даже устроили небольшое шествие возле Дворца культуры, призывая горожан прийти на выборы. Мы не просто так пришли, а пришли проголосовать за свое будущее, за будущее России, за будущее наших детей. Наш лозунг об этом говорит. Детский сад «Старт в будущее». Мы хотим задать этот старт сегодня. Впрочем, коллективно голосовать приходили практически на все участки, целыми семьями или даже тейпом, как, например, в селе Сурхахи. А на участке, расположенном в третьей школе Малгобека, с самого утра звучали зажигательные мотивы, поднимая праздничное настроение избирателей. Ломали Арсамаков не только одним из первых проголосовал в пользу достойного, по его мнению, кандидата, но и принялся подбадривать народ зажигательными танцами. День выборов в Ингушетии встретили как настоящий праздник единства, показывая важность и ценность каждого голоса. За галочкой в бюллетене безграничное доверие и понимание, что будущее страны они строят вместе. Решение проблем безработицы, повышение пенсий, строительство социальных объектов – каждый ждет от выбранного кандидата решительных шагов на ответственном посту. Первым делом безработица, Кавказе, в России. Кандидат, который должен возглавлять нашу такую великую страну, он должен быть в первую очередь патриотом своей страны, своего народа, должен проявлять гибкость во всех делах и отношениях, должен подтягивать нашу экономику, чтобы у нас полная была независимая экономическая страна. Лично Аскаржак, кандидат в президенты Мыштуялче, Эдл должен. Заграничные страны южи. Белхаждя, Бог беб болыш. Только движение вперед маркироваться. Такое мнение по итогам голосования полностью разделяют и большинство россиян. В республике же, по данным региональной избирательной комиссии, в выборах президента приняли участие более 81% жителей. Говоря о кандидатах, с огромным отрывом лидирует Владимир Путин. За него проголосовали более 83% избирателей республики. Это выше, чем в целом по стране. 5% голосов у Павла Грудинина. На третьей строчке Владимир Жириновский. За него проголосовали больше 3%. Чуть больше 2% за Григория Явлинского. Переступили рубеж в 1% Борис Титов и Ксения Собчак. А вот Сергей Бабурин и Максим Цурайкин этот минимальный порог в Ингушетии не преодолели. Голосовал за Путина. Считаю, что в последнее время у нас как-то в стране положение как-то стабилизируется и на внешней арене, и внутренняя политика у нас как-то более-менее уже стабильно идет. На международной арене это уже... Даже любая старушка или любая бабушка уже знает, что у нас уже страна уже сильная, что у нас с нами уже шутки не те, какие были раньше, что потому что во главе у нас сидит такой сильный руководитель, который ведет очень гибкую политику, и это очень-очень нас вдохновляет. И, соответственно, и внутренняя политика, видно даже по нашей республике, как у нас в последнее время преобразилась республика, и все это благодаря тому, что с федерального центра идет хорошая помощь, и на месте наш президент тоже, и, соответственно, центр тоже ведет свою политику по отношению к регионам. Поэтому считаю, что из других кандидатов, другого кандидата, наверное, все-таки любой человек другой
более-менее сознательный и адекватный, реагирующий на обстановку, наверное, и не выбрал. Я считаю, что голос каждого человека имеет значение. Поэтому думаю, что и мой голос какое-то значение имеет. Да, я проголосовала за Владимира Владимировича Путина, потому что с приходом этого человека в стране стабильность пришла. Вот поэтому, мне кажется, я надеюсь, что самое главное, чтобы он был здоров. Я ему желаю здоровья, счастья. Я была общественным наблюдателем и также, конечно, приняла участие и сделала свой выбор. Как уже принято говорить, это наш гражданский долг. Вот. Я проголосовала за Путина, так как другой альтернативы в других кандидатах я почему-то не увидела, не знаю. Но у каждого свой выбор, как говорится. Вот. А так впечатления очень даже положительные. Очень ответственно подошли к этому организации, даже как дополнительное мероприятие, потому что везде было весело, музыка. Все едино пошли на выборы. Как говорится, мы все голосовали за сильную Россию, как за единую Россию. И за Путина голосовали, потому что в данное время этот президент нас устраивает, потому что во всех мировых рейтингах по всем видно его, как он себя ведет и как он укрепил Россию. Если говорить о нашей республике в данное время, конечно, мы за, потому что и наши братья, вот Халмузаевы, наши дзюдоисты, и он сам дзюдоист Путин, и в данное время какие у нас дворцы, детские сады, школы, все здания, любое место, когда наши ребята приезжают к нам в гости, Северо-Кавказский федеральный округ, Южный федеральный, мы их повезем на Назрань, Магаз. Они, увидев эти все строения, конечно, удивляются, что у нас такое хорошее обеспечение. В данное время хотел бы поблагодарить всех, кто бы голосовал, пошел на выборы. Ингушетия хорошую явку показала. Хади Добрива, Ирина Сычева, Залина Магушкова, Новости 24.